Говорят, нас похоронят через 14 дней. Сын умершего пациента о карантине в Согде. Сын мужчины, умершего от пневмонии в Согдийской области, развеял все слухи об их семье и рассказал о карантине. Семья Шодиевых в одночасье стала печально известна на весь Таджикистан после того, как в центральной больнице Джабор-Расуловского района Согдийской области умер от двусторонней пневмонии Хабибулла Шадиев. Напуганные жители Таджикистана и охотники за новостными сенсациями уже успели окрестить умершего первой жертвой коронавируса в стране. Сын умершего, ведущий специалист отдела работы с кадрами председателя района Джабара Расулова Уткир Хабибуллазада, помещенный с другими родственниками на карантин, поспешил опровергнуть спутник Таджикистан все слухи о его отце. Смерть, переполошившая весь Таджикистан. Хабибулла Шадиев скончался в возрасте 59 лет в центральной больнице Джабор Расуловского района 1 апреля. Тут же поползли слухи, что причиной смерти мужчины стал коронавирус. Утверждалось, что Шадиев в середине марта побывал на свадьбе в Кыргызстане, а потом вернулся в Таджикистане и по неизвестным причинам не был помещен на карантин. Минздрав Таджикистана поспешил опровергнуть информацию о смерти мужчины. По данным ведомства, пациент поступил в больницу 28 марта с двухсторонней пневмонией. У него было высокое артериальное давление, наблюдались одышка и проблемы с сердцем. Именно эти сопутствующие заболевания и привели к смерти пациента. Все проведенные тесты на коронавирус были отрицательными, а сам умерший никуда не выезжал, поэтому слухи о коронавирусе оказались беспочвенны. При этом власти решили перестраховаться, и когда у лечивших пациента врачей появилась температура и боль в горле, медперсонал больницы увезли в инфекционную больницу Худжанда на карантин. Только шумиха вокруг ситуации улеглась, как 11 апреля скончался начальник методического кабинета района Джабар-Расуловского района Хаджи Мухаммад Ташов. Мужчина находился в контакте с Абдуджалилой Шодиевым, братом умершего. По официальным данным, у Ташова были ишемическая болезнь сердца и гипертония второй степени. Однако официальные данные не смогли переубедить население, которое было убеждено, что коронавирус уже проник на территорию Таджикистана, а власти республики всячески пытаются это скрыть. Что на самом деле произошло с Шодиевым? Как рассказал сын Хабибулла Шадиева Уткир Хабибуллазада, через 4 дня после смерти отца у его дяди Абдуджалила Шадиева поднялась температура. Именно после этого врачи решили посадить их семью на карантин. 5 апреля все члены нашей семьи из 18 человек, включая полугодовалого ребенка моего брата, были доставлены в физлечебницу Угулакандоза. Честно говоря, мы все были в шоке. Сегодня уже 9-й день нашего карантина, и у никого нет даже температуры, поделился Хабибуллазада. По его словам, на карантине к ним дважды в день приходят сотрудники районной и областной санэпидемстанций. Специалисты регулярно замеряют температуру и затем составляют отчет. К нам приезжал заместитель министра здравоохранения, поговорил с каждым из нас и уехал. Кормят тут 3 раза, а постельное белье меняют ежедневно, уточнил сын умершего Шадиева. К сожалению, карантин Шодиевых омрачает неприятные слухи о якобы смерти 4 членов семьи. Есть слухи, что моя мама, я, мой брат и его ребенок умерли. Говорят, что заморозили нас всех и через 14 дней похоронят. От этих слухов очень неприятно на душе, признался Хабибуллазада. Уткир рассказал, что был рядом с отцом с первого дня болезни и до самой смерти. По его словам, отец заболел из-за обычной простуды. Он работал в поле, было жарко, поэтому решил выпить холодной воды. В дни празднования Навруза у отца заболело горло. Мы решили, что у него обычный грипп, и в течение нескольких дней лечили его дома. Так как состояние отца не улучшалось, 28 марта мы доставили его в районную центральную больницу. Именно там ему поставили двустороннюю пневмонию, самый опасный диагноз, отметил мужчина. Хабибуллазада добавил, что симптомы действительно были похожи на коронавирус. Поэтому врачи сделали отцу 2 анализа, которые отправили на проверку в Душанбе. Результаты второго теста ожидались 1 апреля, но пациент скончался еще ночью в возрасте 59 лет. Из-за этого у родственников возникли проблемы с похоронами. Докторы не позволили нам забрать его, сказав, что мы должны дождаться результатов теста на коронавирус. И только когда пришел ответ с отрицательным диагнозом, мы смогли забраться тело, поделился Хабибуллазада. Он подчеркнул, что никто из членов семьи, в том числе его отец, не выезжал за границу в этом году, даже в Кыргызстан и Узбекистан. Он отметил, что недавно в больнице лежала и его мама. Женщину пришлось госпитализировать из-за проблем с сердцем в кардиологическое отделение. Врачи выписали ее за день до смерти супруга. Смерть отца тяжело отразилась на ней. Они родились в один день и в один год. У них была спокойная и счастливая жизнь, сказал сын покойного Шадиева.
Хабибулзада подтвердил, что умерший 11 апреля Хаджи Мухаммад Ташов работал вместе с его дядей, Абдуджалилом Шодиевым, в районо, однако никакого отношения к самой семье он не имел.